Здравствуйте, коллеги. Сегодня, 19 января 2021 года, мы открываем еще одно мероприятие Института развития образования, Коми Республиканского института развития образования, которое называется Крещенский фестиваль мастер-классов. Цель мастер-класса – это демонстрация, трансляция практических методов, прием и презентация педагогического опыта в области художественного образования. Такой фестиваль мы проводим не каждый год. Он у нас традиционно проходит в рамках республиканского конкурса фестиваля творческих достижений работников образования «Педагогический вернисаж пути творчества». И вот мы сегодня хотим представить очередное открытие этого фестиваля. Сегодня у нас пройдет только открытие, потому что мы планируем его до конца января проводить. И я хочу представить наших гостей сегодня. Это Галина Владимировна Китайгородская. Она скажет свои слова по поводу наших мероприятий. И я очень рада сегодня видеть Ольгу Вячеславовну Гонтареву, заместителя директора колледжа искусств Республики Коми. И сегодня вот у нас такой замечательный состав. Но мы еще ждем Ольгу Леонидовну Максимову, директора Института культуры и искусства. Поэтому как Ольга Леонидовна подойдет, мы ей тоже дадим слово. А сейчас я хочу представить слово Китайгородской Галине Владимировне. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги, профессиональное сообщество. Мы находимся сегодня в Коммерс-Люканском институте развития образования. И хочу действительно поблагодарить всех наших коллег, которые вместе с сотрудниками нашего института, с Натальей Геннадьевной Торлоповой, которая возглавляет РМО педагогов предметной области искусства, в течение последних 2 лет сформировали систему сопровождения профессионального сообщества. Поэтому, конечно, 19 декабря 2020 года, когда мы открыли наш фестиваль «Педагогический вернисаж», мы еще раз осознали, что для нас фестиваль – это уже часть очень важного проекта, который мы определили как пути творчества, и очень много мероприятий, в рамках которых мы проводим в настоящее время онлайн-трансляции, семинары, мастер-классы, они становятся именно очень такой системной работой по сопровождению наших педагогов, наших коллег и даже наших будущих коллег, студентов. Поэтому, конечно, 19 декабря 2020 года мы представили на педагогическом вернисаже работы очень многих представителей Республики Коми. Но нам было, конечно, очень важно, что на данный фестиваль в этом году приняли решение и стали его участниками более 30 представителей уже из других регионов. И поэтому, конечно, 55 участников, которые представили работы, они в этом нашем зале находятся. Это и онлайн-студия в настоящее время для нас, и в то же время пространство для профессионального общения. Вот именно эти работы стали для нас профессионально очень значимым, потому что действительно мы понимаем, что сегодня профессиональное сообщество – это сообщество творческих, креативно настроенных личностей, которые сегодня действительно находятся в процессе развития, иногда и еще и становления, и сегодня, самое главное, готовы представлять свои творческие работы в области живописи, графики. И я очень хочу, чтобы, конечно, Наталья Геннадьевна, все наши работы, они в нашем разделе «Профессиональный видеозал» постоянно транслировались. И, уважаемые коллеги, я хочу, наверное, слова взять на себя, такие именно слова благодарности от имени нашего института за именно то системное взаимодействие с нашим институтом, через Наталью Геннадьевну, благодаря которому именно сегодня в Республике Коми вот такая модель сопровождения профессионального сообщества, в том числе с участием и Союза художников Республики Коми,
я думаю, что она очень так удачно формируется, и я думаю, что она уже может быть рассмотрена как модель. И, конечно, очень ожидаемо, что у нас есть победители, есть призеры, и дипломы, сертификаты в электронном виде, сейчас коллеги их продемонстрируют, от нашего института, от РМО учителей предметной области искусства, они будут переданы каждому из участников. Вот такие благодарственные письма, вот такие уникальные с точки зрения разработки дизайнерской, уважаемые коллеги. Поэтому мы надеемся, что благодарственные письма, они войдут в ваше профессиональное портфолио и станут подтверждением именно той системной работы по взаимодействию. Ну, а для нас сегодня очень важное событие – это Крещенский фестиваль. Мы действительно приняли решение, что наш проект «Педагогический вернисаж. Пути творчества», он должен продолжаться. И благодаря инициативе Натальи Геннадьевны, многих представителей сообщества, именно 19 января мы открываем уже Крещенский фестиваль. И он имеет свои особенности, именно профессиональные особенности, потому что это фестиваль мастер-классов. И действительно в течение почти 2 недель вы, уважаемые коллеги, можете стать участниками очных трансляций мастер-классов и задавать вопросы коллегам, как в онлайн-режиме, так и в офлайн-режиме, потому что в наших студиях будут работать действительно мастера. Мастера педагогического труда, мастера, которые представляют союз художников, которые представляют свои разработки. Это могут быть, и у нас уже программа сформирована, это могут быть и научно-методические разработки, это могут быть и именно какие-то образовательные продукты, да, пособия. И, конечно, нам очень важно, что в мастер-классе всегда мы видим личность, очень яркую, которая постоянно развивается и готова демонстрировать результаты своего развития сообществу. Конечно, это очень важно. Поэтому еще одно для нас событие в рамках нашего проекта, а именно событие, которое мы открываем сегодня, для нас становится знаковым, и мы очень надеемся, что вы будете передавать информацию о данном событии коллегам, своим друзьям, партнерам, и очень активно в течение последующих 2 дней мы с вами вместе 2 дней будем общаться, потому что регистрируйтесь на наши семинары, мастер-классы, которые через 2 дня, 22-го мы первый проводим мастер-класс, а вот уже потом 2 недели, даже почти 3 недели у нас будет возможность уже это видеть. Потому что в письме мы отметили, да, что 22 января мы действительно первый мастер-класс проводим, и, может быть, какие-то в течение этих 2 дней будут вопросы, как зарегистрироваться, каким образом будет выстроена трансляция. У нас есть контактное лицо, Наталья Геннадьевна, вот она здесь у нас рядышком стоит, поэтому информационные письма. И мы сейчас тоже, мы сейчас более подробно об этом скажем. Коллеги, это очень важно для нас, потому что действительно мы всегда друг друга благодарим, и определяем, что мы действительно сегодня в едином профессиональном пространстве. И вот те модели, которые в течение уже 2 лет выстроены по взаимоотношению с федеральным центром, через федеральные учебно-методические объединения, благодаря Институту культурологии и художественного образования, они позволяют нам, конечно, обозначить, что сегодня направление развития художественного, музыкального образования, оно очень активно развивается. Поэтому, конечно, мы предполагаем, что уже в следующем году будут принимать участие фестивали, педагогический вернисаж и Крещенский фестиваль, да, который мы проводим, уже будут принимать участие и студенты, а может быть уже и наши будущие студенты, обучающиеся. Уважаемые коллеги, я завершаю. Очень надеюсь, что сегодня во время открытия у вас какие-то тоже положительные эмоции будут возникать. Еще раз хочу сказать, что спасибо вам, что вы уделяете внимание
нашему профессиональному проекту. Спасибо. Галина Владимировна, я хотела бы, чтобы вы нашему представителю вручили хотя бы дипломы участников, потому что Ольга Вячеславовна, она сейчас представляет колледж культуры и колледж искусств, да, извините, да, колледж искусств, да, и в нашей выставке принимает участие несколько человек, именно представителей, преподавателей колледжа искусств. Вручить дипломы нашим участникам. Конечно, с большим такой торжественный удовольствием. такой вариант. Да. И второй, вот у нас уже планируется в рамках Вещинского фестиваля 2 участников. Мы им тоже подготовили уже заранее диплом, чтобы они уже подготовили свои видеотрансляции замечательные. Я думаю, что сейчас Галина Владимировна официально вот сейчас нам вручит дипломы нашим участникам. Дипломы будут всем. Ко мне Это очень очень много важно. обращаются, да, но будут дипломы. Я должна сказать, что будет и каталог сделан для каталог участников выставки электронной. Поэтому такие материалы, такие продукты, они просто обязательно должны поддерживать наши очные мероприятия, и они дают нам результаты нашей работы. Ну что, торжественное такое вручение Да, всегда дипломов. волнительно, потому что мы понимаем, что действительно диплом, он важен с точки зрения, еще раз, осознания, что есть результат. И я сразу хочу сказать, что действительно уникальная организация среднего профессионального образования и преподавательский состав, и студенты, они удивительны, поэтому мы очень просим вас передать слова благодарности вашему творческому коллективу, который сегодня очень активно с нами сотрудничает, но, конечно, благодарим и вас, потому что именно ваше профессиональное участие, в том числе по сопровождению педагогов и в процессе аттестации, конечно же, это очень важно, потому что мы сегодня понимаем, что есть какие-то задачи, которые решаются сегодня, а есть перспективные задачи. И вот именно в такой системе Ольга Вячеславовна всегда и работает. Спасибо вам большое. И диплом победителя вручается кубик Степану Павловичу, преподавателю колледжа искусств Республики Коми. Коротковой Екатерине Олеговне, преподавателю колледжа искусств Республики Коми. И Сергеенко Александру Васильевичу, тоже преподавателю колледжа искусств. И Перелетовой Наталье Сергеевне, преподавателю колледжа искусств. Суровцевой Наталье Васильевне, вы понимаете, какой коллектив удивительный. И Суровцеву Игорю Леонидовичу, преподавателю колледжа искусств. Спасибо вам большое за то сопровождение педагогов и ваших преподавателей, благодаря именно вашим и управленческим навыкам. Спасибо большое. Передам таким образом, потому что все равно дистанцию поддерживаем. Хочется и пожать вам, конечно, приветствие рукопожатием закрепить, так определю. Но нам очень, очень приятно, что вы сегодня вместе с нами. Благодарим вас. Ну Спасибо. вот слово вам. Да, спасибо огромное. Я обязательно передам все слова нашему педсоставу, педколлективу. И могу сказать, что это еще не последние дипломы, потому что наши преподаватели участвовали не только как отделение художественное, то есть отделение дизайн, но и исполнительские специальности. И вот это особенно бы, да, хотелось отметить. Педагоги очень заинтересовались, когда я им объяснила, рассказала, в чем заключается участие в этом конкурсе, фестивале. Номинация появилась достаточно недавно, да, только второй раз она была в этом году, в прошлом году уже, ну, мы продолжаем, да. И, конечно, педагогов заинтересовало именно что здесь они могут себя показать именно с профессиональной точки зрения как практиков. Да, то есть они показывают свои профессиональные достижения педагогического мастерства на студентах наших. Да, наши студенты становятся ежегодно, более 100 человек становятся лауреатами конкурсов и республиканского, и всероссийского, международного уровней. А вот здесь они могут показать себя уже как непосредственно исполнители профессионалов, что является на сегодняшний день, о чем я тоже им всегда отмечаю, когда мы общаемся, требованием профессионального стандарта.
Да, то есть здесь уже недостаточно быть только преподавателем и владеть методикой. Здесь необходимо уже иметь практические навыки именно в той специальности, того предмета, который преподают. А в данном случае они могут протранслировать именно свое исполнительское искусство. Да, то есть дизайнеры, художники, они благодаря картинам, дизайнерским проектам, которых у наших отделений дизайн большое множество, и они выходят на пределы республики и на всероссийский международный уровень выходят, а преподаватели-исполнители, они могут себя продемонстрировать как руководители коллективов, как исполнители на инструментах, и это, конечно, им очень понравилось, они с удовольствием выступили. И вот сейчас, насколько мне известно, после данного крещенского фестиваля мастер-классов пойдет уже исполнительское концертное выступление. Да, и мы, конечно, к ним активно готовимся. Так что спасибо огромное. И я надеюсь, что, да, действительно, в дальнейшем будем сотрудничать, с удовольствием будем участвовать. И я думаю, что количество участников будет только увеличиваться. Это очень приятно слышать, потому что мы хотим показать, что в республике должна быть такая профессиональная площадка, где можно на республиканском уровне транслировать не только методический и педагогический опыт, но в первую очередь творческо-исполнительский опыт, что вот очень хочется увидеть, что наши учителя не и талантливые, и хорошие исполнители, и музыканты, и художники, и всячески хочется это поддерживать. Ну, сейчас я думаю, что прежде чем я, наверное, озвучу проект программы, объясню, как можно использовать материал, мы попросим небольшой ролик наших гостей показать нашим участникам нашей презентации, чтобы вы увидели, какие гости поддержали наш проект. Это гости из других регионов, из других городов, очень высокие звания имеют, и очень приятно, когда наш такой вот, можно сказать, камерный проект республики поддерживают на всероссийском уровне. Пожалуйста, ролик.
сейчас мы показали ролик, он получился очень приятный, очень замечательный ролик. Еще раз я хочу поблагодарить тех гостей, которые поддержали нас, наш конкурс-фестиваль. И сегодня я, презентуя наше мероприятие, должна познакомить с небольшой вот с той программой, которую мы планируем провести за ближайшие 2 недели. Значит, сегодня у нас официально проходит открытие, и регистрации здесь не надо. Здесь мы просто показываем, что мы сделали, что мы планируем, каким образом мы планируем продолжить работу. Сейчас, значит, еще раз подчеркиваю, что Крещенский фестиваль, значит, цель его демонстрация, трансляция практических методов и прием и презентация педагогического творческого опыта. Впервые в Крещенском фестивале у нас проходит презентация методических пособий. Вот Ольга Вячеславовна, она как раз и готовит у нас специалистов по презентации методических пособий. У нас будет материал и педагогического колледжа, Сыктывкарского педагогического колледжа, тоже они будут презентовать свои методические материалы. И основные участники – это практические мастер-классы, жалко мало музыкантов. Вот один у нас мастер-класс музыкальный и один мастер-класс, который идет на стыке музыки и изобразительного искусства. Вот 2 представителя, сейчас я покажу вам их. Но я думаю, что если 2 года назад этот фестиваль вызвал большой интерес участников, не только те, кто сами выступали как мастера, но и фестиваль вызывает большое внимание именно у слушателей, то есть получить какой-то новый опыт, новое какое-то знание. Значит, программа будет опубликована на сайте КРИРО и будет опубликована в РМО. Значит, она начнется 22 января, и она будет иметь 2 формата. Один формат – это очное участие, но на очном участии у нас будет осуществляться видеозапись, а потом через пару часов трансляция этой видеозаписи. И те участники, которые по ситуации сегодняшней не могут приехать и провести это мероприятие здесь, они делают записи дома, и они нам будут присылать видео. Но в программу они вставлены, и их можно вот посмотреть по графику, по той программе, которую вот я сейчас представляю. Кроме того, что у нас есть площадка, как бы видеозал, где будут у нас представляться основные мастер-классы, комментирование и, скажем так, продвижение и показ актуальных фотографий, реальных событий. Оно будет проходить ВКонтакте. ВКонтакте открыта группа, так и называется, Крещенский фестиваль мастер-класса. В ней можно зарегистрироваться и наблюдать за мероприятиями, потому что эту площадку буду вести я, и я буду показывать и видеоролики там, и видно фотографии прямо с мест событий. То есть это тоже будет такая интересная площадка, в которой можно подключиться и смотреть за событиями фестиваля. Значит, 22 января у нас 2 материала. Презентация методического материала, контрольные задания по музыке. Это очное мероприятие, проводит Безродная Елена Алексеевна. На это мероприятие можно будет зарегистрироваться, попасть и послушать непосредственно участника. Время с 10 до 11 часов, аудитория 218. Должна предупредить, регистрация, то есть мы на очное мероприятие пропускаем не более 6 человек. Поэтому регистрация будет, регистрационная форма будет представлена, и первые 6 участников смогут на это событие попасть. И во второй половине дня с 14:20 до 15:20 мастер-класс будет проводить Никитина Наталья Александровна, педагог дополнительного образования, Республиканский центр экологического образования «Морозное утро». Тоже вот эта регистрационная форма на ее мастер-класс, может быть, то есть она будет представлена, вы можете зарегистрироваться. Она будет давать мастер-класс «Морозное утро», рисование шерстью. Я думаю, это такая интересная достаточно техника, очень многие любят этим заниматься. Поэтому вы можете попробовать. А если кто-то не занимался и впервые хочет попробовать, то можно попасть на этот мастер-класс. Все мастер-классы бесплатные.
То есть их главное вовремя зарегистрироваться. 25 января подарочная упаковка, техника скраббукинг, мастер-класс проводит Кузиванова Людмила Геннадьевна. Это очное мероприятие, тоже регистрация будет открыта, она будет проходить с 11:30 до 12:30. Я еще раз напоминаю, что мастер-класс будет писаться, а через 2-3 часа он будет выставляться, его можно будет посмотреть в онлайн-режиме. Григорьева Юлия Олеговна, она преподаватель художественного отделения детской школы искусств город Ева, она активный участник у нас выставки, и здесь на выставке представлены ее творческие работы. И, как правило, в мастер-классе, то есть в фестиваль мастер-класса я приглашаю участников выставки показать свой мастер-класс. Вот Юлия Григорьевна, она вот участник, и она будет показывать нам тему «Северное сияние» в технике акварели, мастер-класс. Вот можно будет на него его посмотреть, потому что будет представлена видеозапись. 26 января в видеозаписи вы можете посмотреть еще один мастер-класс «Волшебная коробочка». Изготовление необычной открытки в технике исполнения скраббукинг. Здесь нам представлять этот мастер-класс будет Смирнова Анастасия Сергеевна. Она сейчас готовит видеоролики, и мы ждем, что она нам представит. Время трансляции видеоролика здесь указано с 14:30 до 15:30. 27 января первый мастер-класс с 10 до 11 часов, очный мастер-класс проводит Дымова Марина Васильевна, педагог доп. Образования, Центр дополнительного образования детей «Успех». Она будет давать в технике гуаши «Березовая роща» с использованием нетрадиционных приемов изображения. То есть это очень интересный мастер-класс, можно на него попасть. Витязев Максим Владимирович представит видеоролик изображений фруктов при холодном естественном освещении. Я должна сказать, что Максим Владимирович, он будет показывать нам классическую технику работы в акварели, и если он будет очень актуально для педагогов детских художественных школ и очень актуально для преподавателей вуза, потому что технические приемы классической акварели это всегда интересно. Поэтому вот он представляет видеоролик в связи с тем, что очень большая загрузка и очень много болеющих преподавателей, он очно прийти не сможет, к сожалению. Но мы ждем его видеоролик. У нас есть представитель Магнитогорска, она Гожевникова Наталья Ивановна. Она представила нам видеоролик «Этюд крыши дома». И мы просто подставим видеоролик, который вы можете посмотреть для себя, принять во внимание. У нее очень замечательный видеоролик. Я думаю, он будет очень полезен, если вы его просмотрите. 28 января в 10 часов до 11 часов у нас опять очный мастер-класс. Будет проводить его Носова Татьяна Владимировна, педагог доп. Образования РЦО. Очень интересный мастер-класс, называется «Образ человек цветы», акварель. Мастер-класс, я думаю, должна сказать, что мастер-классы не рассчитаны на профессионально подготовленных людей. То есть в них могут принимать участие любой желающий. То есть мы не ограничиваем участие, то есть не обязательно, чтобы это был педагог художественного образования, то есть музыканты тоже могут у нас, и люди, которые просто заинтересованы в получении какого-то нового опыта, могут принять участие. Потеряхина Юлия Юрьевна, преподаватель Ембинской детской школы искусств, она представит необычную технику выполнения работы, это чайные фантазии, то есть живопись чаем. Тоже посмотрим, что из этого получается. И я очень рада, что у нас принимает учитель музыки средней общеобразовательной школы номер 26, Рогова Людмила Евгеньевна. Она нам покажет метод соединения музыкального обучения и изобразительного. То есть она нам подскажет метод визуализации на уроках музыки. Так что вот я думаю, что это будет полезно как учителям, ведущим изобразительное искусство, так и музыкантам. Я думаю, есть смысл на него попасть. 28 января во второй половине мы ждем ролики от Ольги Вячеславовны с представлением презентации учебных пособий авторов Суровцевой Натальи Васильевны и Суровцева Игоря Леонидовича. Я думаю, что такой опыт, наверное, впервые будет у наших педагогов, преподавателей. И первый опыт, он всегда нужен, потому что как пионеры они показывают, что это не страшно, это можно, это возможно, это нужно, и это интересно.
Вот. И 29 января у нас последний день мастер-классов. Будут представлены только видеоролики. Это все у нас удаленные. Урусова Светлана Владимировна, директор детской художественной школы именно Ухта, она представит презентацию методических материалов. Забугина Елена Владимировна, тоже Ухта, детская школа искусств. Марченко Юлия Федорова, мы ждем, она исполнена очень больших планов, потому что она не думала, что она будет принимать участие, но Юлия Федоровна, она у нас исполнитель, музыкант, и она будет нам показывать тоже видеоролик своим мастер-классом. И короткая Наталья Викторовна, воспитатель, детский сад, она нам покажет тоже очень интересную технику, кофейную историю, кофе из кофе, мастер-класс. Вот такая программа. И здесь я представляю ссылку на регистрацию. Эта ссылка будет опубликована на сайте Клиро в анонсах, можно будет туда заходить. И второе место, где я эту ссылку опубликую, это на портале «Открытое образование Республики Коми», республиканский метод объединения предметной области искусства. Там тоже будет представлена эта ссылка. Можно будет по ней зайти и зарегистрироваться на интересующий вас мастер-класс. Приглашаем вас принять участие. Я думаю, что сегодняшнее презентационное мероприятие мы с вами закончили. Ольга Леонидовна, к сожалению, не подошла, очень жалко, потому что мы тоже подготовили ей дипломы ее участников. Но я думаю, что дипломы, я должна напомнить, что дипломы будут всем, и музыкантам, и участникам методического творчества, и выставки. Мы подготовим каталог, будет программка. То есть фестиваля мастер-классов представлена. Будет программка концерта, которую мы начнем сейчас уже готовить с Ольгой Вячеславовной вплотную. И должна сказать, что материалы мастер-класса, если у вас есть конспекты, я их просматриваю и публикую в методической копилке предметной области искусства. То есть у вас еще будет электронная публикация. То есть не только очная и не только трансляция, но и публикация. Я думаю, что ваше портфолио пополнится замечательными дипломами участия в нашем педагогическом вернисаже. И я очень рада, что вы нас слушаете и принимаете участие в наших мероприятиях. Подключайтесь, будьте активными. Мы всегда рады, мы рады любому вашему участию. Спасибо большое и до свидания.